Я вот сам занимаюсь историей на данный момент. Диссертация вот средневековая история, вот, контакты исторические между народами Кавказа и другими народами, которые приходили на Кавказ. И вот в средневековой истории наша, имеется в виду Чечни, на Кавказе было государство Алания, оно с первых веков было. И в средневековье, вот 9-х, 10-х, 11 века, вот когда викинги плавали на Кавказ, имеется в виду, и вот карта древнерусского государства, вот это пути проходили вот на Кавказ и вот это Каспийское море. И вот эта зеленая, вот эта дорога, путь, проходил по Кавказу, а тут жили эти аланы. Эта Алания находилась и в том числе в Чечне. Исторические источники говорится о том, что вот эти аланы и викинги вместе в Закавказье ходили в походы совместно. Они были союзниками, говорится. Вот когда образовалось древнерусское государство, на Кавказе было Мутароковское княжество, это Краснодарский край, вот сегодняшней России, на Черном море, вот это Кавказ. Тут живут косоги. Ну, это современный адыги. Да, вот это государство русское на Западном Кавказе было. Вот когда этот хазарский каганат они разрушили, викинги, а потом они осели по нашим данным, по нашим прикладам. Если они и на Западе были, и на Кавказе ходили, часть тут закрепилась. Потому что они часто совершали за Кавказе походы. И нанимались как военные дружинники вот в Дагестане, Азербайджане современном, в то время это Албания. Были мелкие княжества, так сказать, небольшие государственные образования, и к ним нанимались как наемные дружинники. Такими дружинниками они, викинги, были и у древнерусских князей, и у византийских императоров. И я считаю, вот, что возможно, что вот тогда, когда аланы были союзниками с викингами, и викинги осели на Кавказе, вот в то время языковое общение, там же десятки, сотни лет они вместе жили. Вот в тот период образовалось вот двуязычие и общение между ними. Вот когда народы пришли, тюркские, в чеченском много тюркских. Вот когда вот в Закавказье пришли ираноязычные народы, в чеченском много иранских, потом арабы, арабский язык. И соответственно, я считаю, что и из языка скандинавов, вот викинги в основном говорят из Швеции были, вот эти слова совпадают по звучанию и значению, именно со скандинавским. И поэтому я считаю, что это возможно именно вот в тот период, вот исторически, я немного занимался языкознанием, я занимался реальными связями нахских языков. Это первая диссертация моя была, но это основное направление. Славяно-нахские лексические параллели у меня было. Славяно-нахские. Нахские языки это чеченский, ингушский, бацлийский. Это восточно-кавказская группа языков. Но это отдельная подгруппа у нас ходит. И как основной лексический фонд, и даже глаголы, много общего со скандинавским. Да. Нужно было объяснить вот как-то. Вот я начал изучать историю и пришел к тому выводу, что так как это общегерманские слова похожи, но самые близкие, вот фонетические там, звучание, значение, имеют именно скандинавский. И я посчитал, что это возможно именно в средневековье такое образовалось язычье. И вот я собрал исторические свидетельства своей работы. Вот есть исторические источники у меня. И я немного изучил. Эти источники какие? Это исторические свидетельства, которые написаны 1000 лет назад, которые непосредственно видели этих викингов на Кавказе и зафиксировали. Это арабы, иранцы, древнерусские летописи, но в основном вот эти источники. Есть армянских источников, есть грузинских источников, рассказано об этом. И эти источники я собрал и сейчас вот использую для своей диссертации, для своих исследований. Вот я немного современный словарь я взял, но вот небольшие наброски вот, со шведским языком, и у меня от руки написаны небольшие тексты, небольшой словарь с датскими словами. Но вот вы можете посмотреть вот, то, что я собрал, и я тут специально сделал, вот, так как
на латинскую графику перевел чеченские слова, как они звучат на чеченском языке кириллицей, и вот латинскими буквами я это написал. Так что можно посмотреть и проверить как-то. И вот в связи с этим я хотел вот у вас узнать, если вы специалист в этом направлении, могли бы вы посмотреть мои работы и дать свою оценку этому? Я должен сказать, что я не специалист по заимствованию, но я знаю, как работают языки по принципу, если понимаете. Но я хотел бы увидеть всегда. Я должен сказать, что я тоже принадлежу к скептическим ученикам, которые не всегда, для меня нужно много, я не верю, как это сказать? Я скептический человек. Маловероятно вы считаете, что... Не знаю, нет, в принципе это может быть, потому что мы знаем, что есть скандинавские заимствования в русском, древнерусском языке. Финно-угорский тоже. Да, тоже. И поэтому может быть так, что по принципе это может быть. Но всегда будут многие слова в разных языках. Да, в разных языках похожи, и это просто совпадение. И проблема в таких исследованиях это различать случайные совпадения от регулярно. И поэтому зависит. И, например, только я только возьму одно слово. Да, дитя. Дитя. Я думаю, что это не очень вероятно, что один язык заимствует слово дитя от другого языка. Поэтому это часть, такие слова, часть от корневой слова. И поэтому не очень вероятно. Но может быть другие слова. И тоже да, можно. Yep. Есть и еще другие проблемы, как при сравнении, почему я тоже сомневаюсь. Вот я просто выбрал эти слова попозже. Потом можно будет отобрать из них все, что не подходит, а все, что подходит, оставить. Я просто на всякий случай взял большее количество взял, потому что можно было бы отсеять неверные. Именно поэтому я к вам и обращаюсь. И точно так надо сделать. Вот, например, дам пыль, мука, пыль в чеченском языке. Изучание и значение полностью совпадает. Вот такое. Да. И другая проблема в том, что это современный шведский. Вот именно, поэтому я говорю. А мы знаем как оно звучало в древности? Да, мы знаем за древние скандинавские языки, мы знаем, а за чеченское... Сейчас вот в апреле я был в Москве, в Институте языкознания Российской академии наук, там работает Олег Мудров. И дело в том, что было на Дону, вот, часть алан жили на Дону. И вот в крепостях, где жили эти аланы на Кавказе, там нашли надписи. Есть сборник документов, сборник надписей вот, всех этих собранных. И алфавит был известен, на каком языке он написан, для какого языка используется. Но были часть надписей, использовались для другого языка. А какой язык? Не было определено. И он пришел вот при исследовании, что часть нечитаемых этих надписей, она написана на древненахском языке, право-инахском, прачечено-ингушском, потому что Васбийский бой в ранний период отделился от, имеется в виду, чечено-ингушского. Васбийский в Южном Закавказье, Грузии находится на данный момент, а чеченский и ингушский это в основном
на северной части находится, и часть на юге. И вот в тот период, в Средневековье, вот когда существовало древнерусское государство, именно в тот период аланы уже на территории древнерусского государства, непосредственно граница, там в Украине они жили. И эти надписи уже у нас есть уже на что опираться, какие-то слова уже мы можем говорить, что у нас есть письменно зафиксированы. Вот его труд скоро должен выйти, мы ждем издания, более 70 страниц там, печатных листов, это очень большое исследование у него, там не только нашские языки, но и другие языки там используются при этих исследованиях. И вот мы ждем вот этих результатов, так что средневековые материалы, возможно, скоро у нас появятся, мы можем сравнивать уже. Да. Там есть, как называется, чеченский язык? Да, чеченский язык. Чеченский и ингушский. Ингушский. Да. Это праязык был. Да. И эти, значит, есть... Эти два языка называются, эти два языка вместе называются вайнахскими. Вайнахскими. Вай? Вай? Да. Das ist Вай. Нахские. Вай. Нах. А с бацбийским просто нахские. А если еще... Как это называется? Бацбийский язык еще. Бацбийский. Б-А-Ц? Да, Ц. Да. Би. Ский. И все трое называются, да, они нас. Да, И вот столица Алании, которая известна из исторических источников, была на реке Сунжи. Это тоже исторически зафиксировано. Две столицы Алании находились в Чеченской республике. Непосредственно центр этого государства находился в Чечне и Ингушетии, потому что эта река протекает из Ингушетии, начинает и в Чечне впадает в Терек. И вот, естественно, предполагать, что если на Кавказе какая-то база у них была, и они были союзниками Алан, это действительно могло находиться именно где столица находилась. И плюс еще, вот, как историк, вот, занимаясь этими исследованиями, дополнительно многие люди уже привлекают и фольклор, народные предания, вот есть исторические предания. И в наших вот преданиях есть рассказы о неких людях, которые плавают на кораблях по морю и занимаются заморской торговлей. И имена вот этих людей, одного зовут Бор, другого Нор, другого Ларс зовут. И вот такие, и есть еще, у чеченцев есть Ларсанов, фамилия Ларсан. Вот эти имена тоже есть. Другого Рейра зовут. А этот Рейра, это слово имеет значение в чеченском языке. Рейра. Это значит военный отряд, небольшая группировка военная. И Рейра, вот в немецком я в этимологическом словаре иностранных языков смотрел, герцог, это значит воевода. Хейра, это значит вот в германских языках, и в том числе в скандинавских, армия, войско. И в чеченском языке это слово есть в этом значении, и в этом звучании, и это личное имя человека тоже. Вот опираясь на это, я делаю свои выводы. И исторические свидетельства с одной стороны, другие вот языковые, лексические, этнонимы, и плюс еще есть некоторые топонимы, связанные с ними. Вот мой научный руководитель, он адык, он вот Тмутаркан, где находилась, вот этих адык из Западного Кавказа, его фамилия Берсерк. Ну, думаю, там переводить не нужно. Вот дворяне, вот у адыгов есть еще дворяне, и у них были князья. Их дворяне называются, знаете, как? Варк. А это Варк, это был этнолог Лавров, он еще 40-50 лет назад изучал и разные изучания, Верг, Варг, и в русском языке викингов, наемных дружинников называли варягами, просто варягами, в византийских источниках говорится варинг, а варанг у арабов это зафиксирован, это термин. И эти дружинники именно, это военное сословие, дружинники именно подчиняющиеся только князьям адыгских. И более чем, я думаю, показательно то, что
И если в древности они жили на Кавказе, именно там, где жили атыги, и у них дворяне именно так и называется, ну, можно уже предполагать, что какие-то взаимоотношения между ними были. Да. И у них есть имена Соумен, еще одно какое-то имя с моим окончанием, вы мне говорили. Но мы сейчас и проводим корреляцию в Центре геогенетики, ДНК-исследования. И дополнительно я провел ДНК-анализ, но оказалось, что он местный, обыкновенный J-группа, местный, но внешне они выглядят, выделяются именно вот эти варки антропологические, и выделяется это высокий рост, голубоглазые, блондины, у них очень много, но основная масса населения совсем по-другому выглядит. Да. Вот в Чечне, на Центральном Кавказе, у разных там у нас народов, которые жили, ну это не очень выделяется. У нас тоже много голубоглазых, блондинов, у нас тоже много. Но у них именно вот так, именно вот эта часть, правящая верхушка, вот выделяется вот внешними этими данными. Вот мы сейчас там, это самый малоисследованный в генетическом плане народ Кавказа, и я не располагаю всеми данными, ну, не знаю, нужно поискать вот именно среди этой группировки, именно варягов, ну, позднее туда могли влиться из других, там в числе, можно поискать и генетические доказательства того, что это было. Да. По-моему, я думаю, как установить, что это неверно. Это я сейчас говорю так критически. Я думаю, что если эти чеченские слова имеют хорошие этимологии в рамках кавказских языков, кавказских языков, то это будет лучше, чем предполагать заимствование из скандинавского языка. А я ничего не знаю за чеченские или кавказские языки, поэтому я думаю, что надо говорить с человеком, который знает эти, потому что, по-моему, будет легче установить, как эти слова звучали в X веке. Это написано в словарях почти. А чеченское, надо эти слова сейчас в современном языке похожи, а надо среднее состояние, поэтому я говорил о том, что есть надписи средневековые. Да. И я не знаю, сколько мы знаем о чеченском языке в X веке. Знаем ли, как, может быть, этот Р, например, раньше был Л, я не знаю. Это такие вещи случаются. И поэтому надо говорить с экспертом кавказских языков. И не знаю, я никого не знаю, который знает эти языки. А вы, наверное... Я знаю. Да, точно, да. Вот этот Олег Мудрик, с которым я говорю, он подарил мне словарь, словарь кавказских языков. Если вы хотите, я могу его в электронном виде вам дать, чтобы вы могли посмотреть. Он написан на английском языке. Да. Все там дает. Да, я, может быть, уже... Может, у меня есть... Уже такой большой словарь, более 1000 страниц, очень большой объем, по всем кавказским языкам. Да, он точно написал другой словарь. Да? Он, я не знаю, он сейчас готовит словарь, я знаю, работа, исследования у него есть. Старостин не он написал, а Старостин и Николаев написали этот словарь еще в начале 90-х. А он его просто друг, он тоже языковед, занимается этим, он просто мне подарил эту книгу. Я просто собирал литературу в Москве, и вот я с ним консультировался, это как бы один из лучших специалистов в данном вопросе. И просто я с ним-то договорился,
Но потом мне нужен будет еще человек, который знает скандинавский язык. Да. Если мы выделим часть слов, которые не кавказские, не совпадают с местными языками, и вот эту часть лексики, вот я составлю словарь и отправлю вам. И я сам смотрел эти слова, есть сайт английского языка, этимологический в интернете, и те слова, которые я привожу, ну, многие слова, не имеют этимологии в германских языках. Да. Я это тоже выяснял специально, и если там стоит вопрос происхождения, неизвестно. Например, вот, слово спина есть вот, в английском языке back, спина, а у вас назад, сзади. А в чеченском языке бак это значит спина. Вот одно слово. Есть еще слово kick, удар ногой. И у нас тоже квак, это нога, но это не глагол. Kicking это ударение ногой. Но есть еще очень масса других слов, которые этимологии в германских языках не имеют. А вот с кавказскими языками вот недавно вышел этимологический словарь чеченского языка. И в этом словаре прямо говорится о том, что Аби Вагаб, это один из лучших специалистов по кавказским языкам, в его книге именно очень много дано этимологий, которые не имеют в кавказских языках этой этимологии, есть совпадение с германским. Я просто не успел все это сделать, потому что я-то приехал по другим делам, по биологии, по истории, и просто пока было время, я тут посмотрел слова и вот подобрал вот эти слова. Здесь, например, опять критически, но этот как это называется, префикс. Да, я знаю. Это Польза. Этого не было в древнешведском, да. Это, думаю, что в 14-15 веке вошел в шведский и в скандинавские языки. И тоже этот «б» это то же самое. И поэтому это просто совпадение, по-моему. Это префиксы в чеченском языке вообще. Да, значит, но будет трудно, если... Да, кто знает. Но это позднее, да, происхождение, если имеет. Ну, соответственно, исключаем. Вот видите, уже польза от вас, уже польза от вас. И тоже слово «нести», я думаю, что это не очень вероятно, или правдоподобно, что будет заимствовано. А вот насчет вот этот «дэр», да, это может, да, может. Потому что и даже гласный в чеченском тоже я не знаю, могло ли тысячи лет сохраниться. Но в чеченском языке очень самый богатый гласный именно из всех кавказских языков. Вот такие вещи. Просто сейчас мне что от вас нужно? Хочу просто сказать коротко, что вас помню. У меня кавказоведы есть, которые специалисты. Я бы составил статью, отобрал бы ту часть лексики, которая исконно кавказская и не имеет отношения кавказской, которая совпадает со скандинавской. И я бы предоставил ее вам. И если бы вы могли просмотреть, вот действительно это совпадение или случайное созвучие, вот если вы можете вот в этом плане помочь, и в последующем, если где-то опубликовать, вот, где-то подскажете вот, конференции или научные журналы, вот это я хотел вас попросить. Просто когда пишешь по интернету, email, это трудно понять. Да, конечно. Можно напрямую познакомиться и обговорить свой взор. Ну, оперативно скажем. Да, но я думаю, я не эксперт по скандинавским языкам, и поэтому лучше говорить с... наш скандинавист уже он не здесь, он начал работать в другом месте. И этот Адам, Кристиансен тоже написал это имя. Адам, он сегодня не здесь, но он обыкновенно здесь. Он тоже не эксперт по скандинавским языкам. Но, по-моему,
эксперта по скандинавскому не самое главное, как я сказал. Потому по что это... германским языкам, этимологии, Да. германской лексики. Но я думаю, что здесь для меня две основные проблемы. Одна методологическая проблема, как различать, как узнать, что заимствование, что совпадение. Другой, как выглядит чеченский язык в X веке. Эти две главные проблемы. И хотелось бы для своего исследования, это историческое исследование, использовать какую-то небольшую часть лексики, чтобы для как доказательства того, что действительно они были на Кавказе, использовать, поэтому мне просто для работы это очень понадобилось бы, поэтому я хотел обратиться, и если кто может мне посоветовать, специалиста, который бы, я понимаю, у каждого своя специализация, свое направление, и каждому свое интерес, хотя бы просто подсказали бы кого-нибудь, кто занимается именно этим направлением, этим исследованием. Просто Кристиан сказал, что вы специалист, и порекомендовал, и поэтому это все рассказывал. Проблема в том для меня, что я могу сказать что-то, но не очень много. И для вас не будет очень полезно, думаю. Надо здесь человек, который знает и методологию, и историю чеченского языка. И если кто-нибудь знает эти две вещи, то он может, я думаю, помочь с скандинавскими языками тоже. Потому что это думаю, что легче. Это большая, да. Но легче, если человек знает историю чеченского языка и методологию, он сможет. Это хороший. Окей. То, что я могу сказать, это звучит неплохо. Отдельные слова. Это то, что я могу сделать, но от того до того, чтобы будет на самом деле полезно для вас, не знаю. Думаю, что не будет очень полезно. Потому что я знаю, в любом случае, даже если критика, если вы увидите мои ошибки, это самое ценное для меня будет. Да. Хорошо, я вообще не обижусь, если если там 90% вычеркнете. Но не думаю, что там 100% можно вычеркнуть, потому что чтобы в генетически неродственных языках, чтобы были десятки, сотни совпадений. Такая же ситуация наблюдалась и со славянским языком. Дело в том, что это основная лексика, базовая лексика кавказских языков, это всем известно, есть этимологический словари состав, но она абсолютно не совпадает, именно чеченская не совпадает с кавказским. Да, если есть совпадение... Да, точно. Это интересно, если есть я не знаю, когда люди говорили войнарский. Это вот как раз викингский период, на войнарском языке, вот тот период, а в 6-7 веке, по хронологии, было определено, что Бацмийский отдавился более 300-400 лет более ранее. И вот этот период, рубеж тысячелетия, впервые, в начале Средневековья, это 1500-1500 лет назад где-то, отделился бацмийский язык. И потом вот эти две группы, это как бы диалекты одного языка. Это как шведский, норвежский, взаимопонимаем, а с бацмийским мы не понимаем. Значит, если эти слова есть в чеченском и ингушском языках, но их нету в бацмийском языке, то будет интересно, потому что это может, тогда может думать о заимствованиях в двух языках. Значит,
для того, чтобы это будет интересно, надо иметь тоже чеченская этимология. Если, например, это слово, есть ли тоже в пацкинском языке или нет? Если нету, если здесь нет кавказской этимологии, то интересно. А тут еще один, я это понимаю, вот если Базбийский отделился ранее, изолированно существовал в Грузии, да. имеется в Закавказье, а контакты со скандинавским происходили на севере, естественно, предполагать, что этих слов не должно быть в латвийском языке, а в наскве, скандинавском, они есть. И дополнительно еще одно у меня есть, про более ранний период, какой это исключает, но первые контакты имеются, если аланы жили на Кавказе и в Чечне, но аланы известны с первых веков. И первые свидетельства, исторические свидетельства есть. И дело в том, что эти аланы жили в Северном Причерноморье, современной территории это Украины. И, как известно, готы во втором веке совершили поход Ассирии, там совместно гото-аланские государства было. Потом, под натиском гуннов, эти народы пробились в Европу, и до сих пор Каталония, Испания, гото-аланы, до сих пор территория существует, говорят, это название этих народов. Они еще и в Северную Африку, аланы переселились, и в Европе. Возможно ли так, вот то, что и в германских, возможно, есть какие-то заимствования, из кавказских в тот период были какие-то передвижения, и вот в скандинавской мифологии, предания, сагах говорится о том, что народ Асы с Кавказа пришел на север, в Европу, Скандинавию, в Саксонию, потом переселился в Швецию, в Упсале была столица, и так далее. И дело в том, что эти аланы имели и второе название, ясы, как вы можете видеть. Одно из их названий было асы, ясы. И если логически подумать, если в преданиях у вас есть о том, что какой-то народ асы, и известный как еще аланы, жил в Северном Причерноморье, в древности, пришел из-за Дона, а вот Дон это пограничная река, вот на этой территории жил, можно предположить, что они в Скандинавию пришли, а до переселения еще англов, саксов туда, в Англию, это было в ранний период. В тот момент вот, германцы, вот, общие близкие народы, близкие языки были наиболее, еще не распавшиеся скандинавские языки. Какая-то лексика могла проникнуть и в скандинавские языки. Это обратное направление. Тоже же возможно, если эти слова совпадают, имеется в виду. Есть в латвийском языке, есть в чеченском, есть в скандинавском, а в германском не имеет этимологии. Это тоже очень интересно, но думаю, что будет трудно сказать германистам, что есть заимствование из кавказских языков. Может быть, это верно, но они очень много... Да, точно. Но все-таки неплохо сказать это. Может. Ну, мы скажем, они свое слово скажут. Мы скажем свое слово, свои доказательства, а их дело принять это или не принять. Ну, в любом случае, не думаю, что они будут очевидно.